Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Это случится на днях. Скорые события в вашей жизни. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте посмотрим, что за скорые события случатся у вас на днях. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Давайте разбираться. Так, ну какой-то подарок вы получите. Подарок, предложение. Очень какой-то позитивный момент идет для вас. Смотрите, вы так расслаблены, ничего не ждете. Как говорится, ничего не предвещает. И тут вот человек прям летит. Летит, руки полные и в правой руке, и в левой руке. Какое-то добро несет. Но у одних отыграется действительно как покупки, подарки, какие-то, вот знаете, вещи, которые можно подержать, потрогать, не знаю, скушать, опять же таки, да, полюбоваться, там цветочки, например. А у других отыграются важные, добрые вести, новости для вас. То есть это могут быть и хорошие, добрые разговоры, это могут быть предложения, да, могут пригласить и на работу, и на какое-то мероприятие, да, очень хороший положительный момент. Вот, ворвется, прям человек ворвется, причем какое-то неудобное для вас время, возможно, и правда вы будете уже там ко сну отходить, да, готовиться, лечь в кровать, да, заснуть. Вот раз человек на пороге или там звонок раздался, либо с утра пораньше. Вы еще, например, не встали, себя в порядок не привели, а тут уже, как говорится, гость у вас на пороге. Но человек прям летит к вам, вас порадовать, вас удивить и действительно что-то хорошее для вас сделать, либо хорошее вам дать. Следующий момент. Здесь вот с кем-то вдвоем вы куда-то идете, либо пойдете, либо так сложится ситуация, что вот с кем-то вдвоем вы на одной и той же дорожке стоите. Человек для вас, ну такой, знаете, я не могу сказать, что прям там плохой, там хитрый, нет. Скорее со своим каким-то умыслом, либо со своим интересом. Вот. А вы как будто бы разгадаете планы этого человека. Для вас станет понятно, что человек все-таки за себя больше думает. Вот. Неприятный, конечно, момент, но с другой стороны, лучше раньше узнать, чем позже. Вот. Возможно, куда-то вас попытаются затянуть, да, либо что-то вам навязать, либо на что-то вас подтолкнуть. Но не получится. Вы знаете, тут и голова хорошо сработает, и интуиция вам подскажет. То есть порушите вы планы этого человека. Прям, знаете, вы для себя как характеристику на этого человека сделаете, что человек никудышний, доверять не стоит, вместе каких-то дел делать не стоит. Вот, скорее всего, так и разойдетесь с этим человеком. Но вы останетесь при своем интересе. То, что ваше, с вами останется. И этому человеку обломится. Это 100%. Так, дальше, мои хорошие. Здесь мне не очень нравится ситуация, когда то ли вас обсчитать захотят, то ли вам что-то не то хотят продать. Да, вот прям покупаете вы, например, овощи, а вам там гнилушек насуют. Вот, даете вы денежку, а вам там сдачу неправильно выдают. В какой-то момент может быть женщина попытается вас обмануть, либо вот такую неприятность вам подсунуть. Будьте аккуратны, особенно если вы покупаете что-то не с рук, а может и с рук покупаете на рынке. Вот мне почему-то кажется, что как на рынке, не в магазине большом, там, где там кассы, все эти дела, где там люди сами могут и оплатить, и выбрать, а вот, знаете, как будто бы она вам вот накладывает плохое, думает,
простушка, сейчас я ей тут подсуну, да, от гнили, там, от порченных продуктов избавлюсь. Вот это может быть. Обращайте внимание на то, что вам в пакет ложат, обращайте внимание на сроки годности, ну да, не поленитесь, например, попросить документы. А действительно ли оно годное, действительно ли его можно там потреблять. И, конечно же, пересчитывайте сдачу. Сдачу, вот денежки могут от какой-то женщины, вот лисий хвост к вам идет. Вот какая-то хитрость, какой-то умысел, даже так можно сказать. Так, еще важный момент. Но здесь вы, скорее всего, приревнуете, кого-то вы приревнуете, любимого мужа, да даже в семье кого-то можно приревновать. Да? Вот кому-то будет ваш близкий человек улыбаться, какие-то разговоры вести, и прям так, знаете, прям неприятно будет, скажете, что это ты так улыбаешься там, посторонним женщинам, что происходит, да? Что такое? Ревность как будто бы вот именно ваша идет. Здесь такое впечатление, что мужчина может как специально, да, играть с вами и проверять, насколько вы там ревнивая, да, либо как вы к нему относитесь, важен ли он вам, дорог. Ну, такой вот идиотской, извините за слово, форме может вас проверять. Да, приятного, конечно, мало. Ему именно важно вызвать вот эту вашу бурную реакцию. Чем громче вы будете его ругать, да, либо там высказывать свои претензии, вот тем ему будет приятней. Вот такой момент тоже может произойти. Также могут, например, и дети вызывать ревность, и могут вызывать там, не знаю, ваши родственники, да, там стараться, там, кого-то нахваливать, и вы прям будете сидеть и думать, что ж ты так чужого человека нахваливаешь, вот она я, там, сестра твоя сижу, да, либо там брат твой сижу, вот, ну, как проверка, будут проверять. Так, детки ваши вышли, дети, внуки, дети маленькие, какое-то баловство идет. Баловство, проказничать могут дети, что-то разбить, поломать, каких-то дел могут натворить. Будьте поаккуратнее, присматривайтесь за детьми, особенно если они где-то притаились. Да? Там ничего не слышно, сидят себе тихонечко, вот 100% какую-то шкоду делают. Поэтому, мои хорошие, за детьми нужно следить, за маленькими. Кто с маленькими детьми работает, ну, воспитатель, няня, может быть, вы как приходите, там почасово работаете, за детьми смотрите, то же самое. Прям бдительность. В ближайшие несколько дней будьте максимально бдительны, потому что здесь большой риск того, что дети могут, ну, какие-то нехорошие вещи наделать, да, потом всем достанется, и детям, и вам, и неприятности какие-то могут быть. Не могу сказать конкретно, что это, но это какие-то игры, какое-то баловство, да, вот может быть. Так что кто с детьми сидит, кто за детьми смотрит, на кого возложена эта обязанность присматривать за детьми, будьте в ближайшие дни максимально аккуратны. И не выпускайте деток из своего поля зрения. Это очень важно. Так, здесь травма у меня выходит. Травма. Какая-то травма. Какой-то риск травмы, причем на улице, не дома, на улице. Травма, не могу сказать чего, но неприятно, больно и, возможно, даже какие-то последствия. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, куда вы идете, ступеньки, всякие там люки, я знаю, там углы. Здесь могут быть травмы. Вот действительно, как на ровном месте может быть травма. Смотрите внимательно себе под ноги, смотрите внимательно по сторонам, особенно если вы передвигаетесь по скользкой поверхности и в темное время суток. Вот здесь не грех и фонариком, да, в темное время суток фонариком подсветить. Сейчас практически, я думаю, на всех телефонах, смартфонах, да, есть вот эта функция фонарика. Не идите вы на свой страх и риск, да, подсветите вы себе дорогу. Это не стыдно, это нормально. Старайтесь выбирать более освещенные улицы. Если у вас климатические условия, там снег, лед, гололед, максимально будьте бдительны и пользуйтесь специальными средствами. Вот не помню, как это называется, да, но вот на обувь одевается, как
такие острые штучки, да, вот можно по льду ходить, не пренебрегайте, особенно если вы уже в преклонном возрасте, либо у вас есть близкие родственники, которые в таком возрасте. Очень важно себя беречь, потому что травма здесь может быть с последствиями. Конечно, я это предсказание закрою, но тем не менее я должна вас предупредить, и я вас предупреждаю. Так, еще момент. Момент связан с работой. Кто работает сам на себя, кто работает с клиентами, готовьтесь, у вас идет наплыв. Наплыв заказов, клиентов, работы будет очень много, очень-очень много. Придется работать прямо с зарею и до самого, скажем так, заката. Да? Будет, как, знаете, голову некогда будет повернуть. Забудете про все на свете, и про какие-то свои дела, и про любовные отношения, и кушать даже кто-то будет не успевать. Но вот труд этот будет хорошо награжден. То есть вы хорошие заказы получите, вы денежку заработаете. Неплохо, очень даже и неплохо. Кто работает как наемный работник, ну, например, на предприятии работаете, да, в каком-то офисе сидите. Здесь могут быть претензии со стороны либо коллег, либо начальников, да, но не самых прям высоких, а вот кто-то рядом, да, постоянно рядом с вами находится, могут вам там претензии кидать. Претензии какого характера? Здесь скорее как зависть, что ли, идет. Вот вы вроде как работаете, все делаете, у вас и время есть. Вы свою работу поделали, у вас там свободное время, вы там то в телефоне посидите, то ли что-то сделаете, с кем-то поговорите. Вот. А человек не успевает, ему становится завидно, ему становится противно. Отсюда могут цепляться, какие-то там недовольства высказывать. Да? Ну, такое бытовое, скажем так. Не обращайте внимания и не старайтесь этому человеку, я не знаю, как помочь, что ли, да, вот чтобы человек там не злился, а вы скажете: ой, я сейчас тебе помогу. Ни в коем случае этого не делайте, ни в коем случае. Эффект будет абсолютно противоположный. Человек не поймет, не оценит и еще больше будет на вас нападать. Поэтому не надо, не надо. Если цепляется к вам человек, а ты скажи: вон, смотри свою работу, да, делай свою работу, а тут вечно там опаздываешь, ни за кем не успеваешь. Вот так и говорите. Как отбревайте этого человека, да? Вот, как он к вам, так и вы к нему, да? Так и ровно поступайте. И я вас уверяю, вот эти нападки, они в скором времени прекратятся. Так, еще момент какой-то случайной встречи. Случайная встреча идет с человеком, кого вы очень хорошо знали, кого вы очень давно уже не видели. Случайно в магазине, на улице, на просторах интернета. Вы с кем-то встретитесь и очень этому порадуетесь. Прям приятно будет этого человека увидеть, либо что-то об этом человеке узнать. Вот. Кто-то просто посмотрит, да, профайл в соцсетях, а кто-то пообщается с человеком. Смотрите, и вы рады, и вам будут очень рады. Такое приятное событие идет. Возможно, вы даже недавно вспоминали этого человека, думали об этом человеке. Там, знаете, как просто вспомнилось, думаете, как дела у этого человека, что сейчас делает, чем живет, чем занимается. Вот, а встреча у вас будет. Так, кто-то решает важный вопрос. Вопрос связан со здоровьем. Ну, здесь у вас какая-то была проблема, вы с ней справлялись. Вы, возможно, куда-то обращались. А сейчас вы как-либо доделываете что-то, может быть, проходите какие-то обследования, может быть, вы уже пролечились, да, вы там повторно пойдете анализы сдавать. Кто-то, например, там зубы лечил, вот вам там временные пломбы ставили, теперь будут постоянные ставить. Да? Какой-то процесс, он уже длился какое-то время, а сейчас уже приходит конец. Мои хорошие, здесь очень важно, чтобы вы максимально четко и честно своему лечащему врачу, да, специалисту, с кем вы работаете, говорили, что с вами происходит, удобно ли, неудобно, есть ли какие-то жалобы. Даже вот самые незначительные моменты вы все должны проговаривать, потому что здесь какой-то риск есть, ну не знаю, некачественные услуги, но
вы не рассказали, да, вы не сказали, не рассказали, либо подумали, что это там, мелочи, да, само пройдет. Нет, здесь очень важно все сообщать и важно долечиться, либо доделать тот процесс, в котором вы уже участвуете. Вот, обязательно, обязательно помните, что это будет именно на вашей совести, не на совести врача-специалиста, а именно на вашей, потому что вы до конца корректно не передавали информацию, да, не говорили о своих ощущениях. Так, еще момент. Здесь кто-то стол готовит для вас, кто-то готовит стол. Ну, кто у меня в паре, в браке, возможно, ваш мужчина как сам возьмет на себя какую-то заботу, да, и приготовит какую-то вкусную еду, да, либо купит, может быть, на вынос где-то купит еду, вот прям привезет, стол накроет для вас, удивит, порадует. Кто у меня не в паре, не в браке, здесь однозначно мужчина будет приглашать вас в ресторан, либо в кафе хорошее, прям будет вас угощать, у него там в планах, да, накупить всего самого наилучшего, всего самого дорогого, перед вами там хвост распустить и показать, какой он шикарный жених, да. Вот смотри, какой я, да, и богатый, и могу угостить тебя, чем хочешь. Ну, прям очень настойчиво будет вас приглашать. Если этот мужчина вам симпатичен, вы ждали, надеялись, когда же он вас пригласит, пожалуйста. Прекрасная возможность и вкусно покушать, и с мужчиной договориться, и узнать друг друга получше. Если мужчина вам неприятен, ну тут будет проблемка, потому что от этого мужчины будет очень сложно избавиться. Он прям такой прилипучий, вот он уже все просчитал, он уже все решил, меню уже все изучил, продумал. Вот хочется вас именно удивить, покорить и вкусно накормить. Вот, ну, если мужчина уж совсем не нравится, придумайте себе какие-нибудь отговорки, чтобы можно было от этого мужчины, да, избавиться, либо как-то его спровадить. Так, еще момент. Момент денежки. Но эту денежку очень похоже, что эту денежку вам должны были дать раньше, либо вы должны были получить эту денежку раньше. По каким-то причинам эта денежка задержалась в пути. И вот она вас нашла, либо вы ее нашли. Наконец-таки пути ваши встречаются. Приятно, это приятно. Возможно, кстати, меньше, чем вам было обещано, либо чем вам там обещали. Может быть, придется какие-то где-то, не знаю, там проценты заплатить, там, за перевод, за снятие. Какие-то могут быть мелкие проблемы, но это не критично, вы не сильно расстроитесь. Главное, что денежка все-таки до вас дойдет. Возможно, вы долго не могли получить, действительно, не могли там обналичить, там перевод где-то потерялся. Вот, пожалуйста, вот все случится, все придет, все дойдет, но придется за это заплатить немножко. Так, еще один очень важный момент касается дома. В доме что-то будет у вас происходить, какие-то перестановки, передвижки, может быть какой-то ремонт, не ремонт, скорее как уборка может быть какая-то, что-то будет двигаться, перемещаться. Кто-то, может быть, новую мебель получит, да, будете устанавливать новую мебель. Хлопот очень много будет, вот именно связанными с этими передвижениями, перестановками, либо установками новой мебели. Вот вы планируете, что, ой, что там, передвинуть, подвинуть, там, ну, час максимум, да, а уйдет, например, 3 часа, понимаете? Вот такие моменты могут быть. Кто действительно купил мебель, либо будет, может быть, ремонтировать мебель, знайте, что прям времени много уйдет на это. Может быть, даже одним днем не управитесь. Вот, учитывайте это, пожалуйста. Либо, да, подстрахуйтесь, найдите специалиста, который действительно в этом разбирается, который действительно может это быстро и эффективно сделать. Там, если ваш муж говорит, это что, да я сам, я ж мужик, ставьте под сомнение. Действительно, девочки, тут могут быть именно проблемы с тем, что это по времени очень как-то растянется. Значительно растянется. Так, если у вас время в ограниченном каком-то вот запасе, тогда перенесите, может быть, вообще на следующую неделю. Вот, найдите специалиста, либо уточните у человека, который будет для вас что-то делать, насколько он квалифицированный, да, либо насколько он разбирается в том, что он будет для вас делать. Чтобы вы тут не нервничали, не переживали, и чтобы все у вас было хорошо. Так, момент.
Но здесь кто-то у меня явно пойдет на какое-то собеседование, либо будет разговаривать по поводу работы. Работа для вас какая-то необычная, новая, но что-то вас очень сильно смущает. Вот вы видите этот молоток, вроде как и неплохой, но вот так вот прямо и с этой стороны к нему присматриваетесь, и с той стороны присматриваетесь. Но что-то вас смущает. Но будет интересно, будет очень интересно. Я не могу сказать, как вам поступить, соглашаться, отказаться. Это уже ваше дело. Но вот даже по форме молотка и по его расположению выглядит очень перспективно. Очень прям стабильно, перспективно и надежно выглядит. Ну и работа. Работа сама по себе легкой тоже не будет. Потому что все-таки молоток достаточно большой вышел. То есть трудиться придется прилично. Вот. Посмотрите, подумайте, если у вас прям какая-то экстренная ситуация, конечно же, наверное, соглашайтесь. Вот. Если можно повыбирать, да, посмотреть другие варианты, ну, думайте, решайте сами. Вот все, что могла, я вам сказала. Так. Какие-то извещения будут. Извещения, может быть, новости, может быть, как это, в газете что-то прочитаете. Как оповещение граждан, да, либо населения о каких-то ситуациях. В данной конкретной ситуации нужно серьезно отнестись к этим оповещениям, извещениям. Это может касаться чего угодно. И природы, и погоды, и каких-то вот ситуаций там на дорогах. Может быть, там про вирусы всякие, да. Вот что будет написано, то и будет правдой. Нужно принять к сведению и подготовиться к этому моменту. Либо иметь в виду, что такая ситуация может быть. Вот, правду напишет, либо правду скажет, либо правдивые, как эти оповещения пришлют. Так. Какое-то изобилие еще у вас идет. Изобилие. Вот, не знаю, в покупках, в выборе. Куда-то вам суждено попасть, какой-то, может, магазин, маркет, да, где будет очень много всего и сразу. И вы прям можете потеряться, да, что купить, что взять. Значит, не знаю, придите в себя, вдохните, выдохните. Пожалуйста, не набирайте больше, чем вы сможете осилить, да, чем вы сможете скушать. Здесь вот именно большой риск попросту потратить деньги. Вот, может быть, вы кушать хотите, да, вы заходите в магазин, видите всего и много, и думаете, и этого хочу, и этого хочу. Домой принесете, пару ложек съедите, поймете, что нет, не могу, не осилю. Вот, а деньги как потратил. Будьте поаккуратнее, не делайте спонтанных покупок, старайтесь вообще на пустой желудок в магазин не ходить и хотя бы какой-то предварительный список составляйте покупок. Вот что вам нужно обязательно купить. Да? Ну, либо как еще вариант, берите ограниченную сумму денег, чтобы, скажем так, не впадать в искушение. Это тоже вам поможет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.